помогают движению или все-таки мешают? Мы сегодня открываем наши дидактические сессии. Наш проект рассчитан на полгода. Каждый месяц мы будем встречаться с группой студентов и будем подготавливать их к педагогической практике в школе. На сегодняшний день у нас запланированы демонстрационные уроки, в рамках которого мы покажем те приемы, методы, технологии, которые активно используются на уроках. И затем в течение месяца наши студенты будут разрабатывать свои приемы и методы для раскрытия той же темы. Через месяц мы с ними встречаемся, смотрим, анализируем, корректируем и даем на следующий месяц задание карт-бланш, когда уже студенты готовят по своему хотению, по своему выбору тему для разработки урока. И все это увенчается в декабре конкурсом, который называется «Мой самый первый урок». Участники этого проекта эти полгода 11 учителей, которые прошли через конкурс «Учитель года» столицы Башкортостана, Республики Башкортостан. Среди них есть абсолютные победители, лауреаты конкурса разных лет. Мой урок, скажем, он необычный урок, в котором мы ставим определенные цели и задачи, они и на развитие личностных компетенций, предметной и метапредметной связи. Урок называется «Раскрывая таланты». Прежде всего мы хотим студентам показать, что каждый ребенок на уроке, в вашем уроке, по-своему талантлив. И урок – это та площадка, это то пространство, где для каждого таланта есть возможность раскрыться. Это урок, обычный рабочий урок, который ориентирован на учеников 7 класса. Переход одних частей речи, переход слов из одних частей речи в другие. Это достаточно сложная тема, потому что проходится после прилагательного, причастия и числительного. Особенность урока заключается в том, что я им предлагаю посетить музей, то есть виртуальный визит в Эрмитаж, и приобщить их к культуре русского народа, культуре нашей страны. Потом я разберу этот урок по полочкам, покажу, по каким мы шли критериям, как строили этот урок, какие этапы урока соблюдали, какие выбирали технологии на урок, с какой целью, чтобы научить их не пугаться, а заходить в класс раскованными, довольными, счастливыми, вместе с детьми получать удовольствие. Потому что перед практикой это очень актуально. Урок прошел очень хорошо. Конечно, работать со студентами и работать с учениками – это две большие разницы, но, тем не менее, очень приятно видеть заинтересованные лица, очень приятно видеть такой действительно интерес в глазах ребят. В рамках вот этого проекта я показывала урок на тему восстания Пугачева, то есть эта тема изучается в 8 классе, урок истории, и, собственно говоря, демонстрировала различные технологии, различные формы работы для того, чтобы у ребят сложилось впечатление, точнее, вот эта картинка, как должен выглядеть урок, что можно использовать на уроке, как удержать внимание, например. Ну, самое главное, конечно, как сделать так, чтобы поняли тему ребята. Наверное, в первую очередь работать в школе – это интересно. Потому что каждый урок – это творчество. Каждый урок – это, наверное, мини-спектакль. Конечно, то, что не нужно бояться идти в школу, не нужно бояться детей. Я знаю, что очень у многих вот такой, наверное, комплекс самозванца бывает, что как я буду вести уроки, что я буду делать, я ничего не знаю, я ничего не умею. И поэтому цель, наверное, данного проекта в первую очередь, чтобы показать, что не страшно, не бойтесь, у всех все получится, и у всех действительно достаточно и знаний, и компетенций для того, чтобы в том числе работать в школе. Урок прошел очень насыщенно, увлекательно. Понравилось то, что, были собраны многие методы работы, и наглядные, иллюстративные, и работа с картами. Так что были как-то задания интерактивные. Что очень понравилось? То, что сам педагог очень начитанный, очень грамотный. В целом построение урока было достаточно хорошее, потому что это материал доступный, и он преподавался достаточно легко и интересно. Сегодня проведен урок по роману «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. Тема урока «Пугачев и Гринев. Друзья или враги». Урок состоял из 4 этапов. Мне кажется,
у них загорелись глаза, и я точно жду некоторых из них в нашу школу на практику, потому что они увидели урок не с теоретической точки зрения, а с практической. А практика, как всегда, она больше зажигает, чем теория. Мы были на 2 лекциях. Позавчера мы были по русскому языку, сегодня мы были по литературе. Мне очень нравится разговаривать с преподавателями, с действующими преподавателями школы, которые влюбляют в эту профессию, они показывают, что они горят действительно своим делом. И они показывают уроки по действительно интересным и актуальным темам. Нам в следующем семестре уже идти на практику в школу, на педагогическую, и к этому надо прийти готовым.